Мы находимся в местечке Тозбулак. Тысячи людей собрались здесь на народные гуляния в честь главного национального праздника года – Надыма. Праздник животноводов по традиции проходит с большим размахом, а не как в прошлом году, когда Надым настолько масштабно не отмечали из-за коронавирусных ограничений. Каждый кажун представляет свою юрточную экспозицию. Лучших животноводов чествуют за труд, награждают и дарят особенные подарки. Проживаю в Аюрском районе, селе Чаасур, Чабан. Держу скот, овец, приехал на Надым. Не ожидал, но меня наградили. Получил свой приз. Саинол Шажаб, как почетный передовик животноводства, вернется в Авюр на новеньком мотоцикле. Другие чемпионы Надыма получат новые подарочные юрты. На празднике можно увидеть самых разных животных, которых разводят в Туве. На выставке представлено 13 видов животных, из которых ярко выделяется верблюд. Верблюдоводство широко распространено в Туве. Их разводят в основном в Эрзинском и Терехольском районах. А этот верблюд приехал из Кызылского кажуна. И несмотря на то, что это единственное животное, до которого можно дотянуться рукой, близко подходить не рекомендуется, он может попасть слюной. Гордый нрав верблюда не всем пришелся по душе. Многие люди пострадали от его меткости. Зато дети охотно тянутся к овцам и козам, любуются на лошадей и сорлыков, пытаются накормить гусей и индюков. Спортивные мероприятия – незаменимая часть Надыма. Соревнования по стрельбе из национального лука впервые проходят настолько масштабно. Рекордные 120 участников приехали с разных уголков республики, чтобы определить самого меткого лучника. Перед началом соревнований по стрельбе из национального лука участники должны провести обряд освящения. Осветить лук и стрелы, чтобы возвести дань уважения нашим предкам. Стрельба из национального лука для них была не просто видом спорта или развлечением, а имела прямое практическое значение, применялась в охоте. Также наши предки состязались в дуэлях, выясняя отношения с помощью меткой стрельбы. Сегодня на празднике животноводов один из 3 игрищ мужских троеборий тувинского народа идет сейчас стрельба из тувинского традиционного лука. Организаторы данных состязаний – это Министерство спорта и Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел. Правило данного состязания в том, что мужчина стреляет на 40 метров, то есть расстояние поля 40 метров, а у женщин 30 метров получается. Лучники должны быть все в национальной одежде, начиная от шапки до обуви, да? И луки, стрелы, в том числе головные уборы и национальная обувь должны быть своими, то есть все свое. И начинают состязания с самого старшего, то есть самый старший начинает стрелять. Привычных мишеней нет. Участник должен сбить из единого ряда один или несколько кожаных клубков. Судьями становятся юные лучники. Они отслеживают точное попадание и нарушение. Победителем становится тот, у кого наибольшее количество засчитанных попаданий. Стрельба из тувинского лука. Он, как говорится, в мифах, в сказаниях, когда проводится данное состязание, хозяева верхнего мира радуются. И поэтому стрельба из тувинского лука у нас приравнена к верхнему миру. А также конные скачки – это наш мир, средний мир, и национальная борьба куреш у нас приравнена к низшему миру. Девушки соревнуются не менее азартно и в меткости сильному полу ничуть не уступают. Я занимаюсь стрельбой из лука 6 класса в 11 лет и до сих пор занимаюсь. Планирую выполнить мастер спорта, ну и развиваться дальше. 15-летняя Лия Мангуш участвует в соревнованиях не в первый раз. Ее подруги тоже лучницы. К старинному виду спорта молодежь относится серьезно и забрасывать лук и стрелы не собираются. Сакральный и загадочный вид спорта с тысячелетней историей жив. Молодое поколение принимает традиции и учится, а с каждым годом желающих становится только больше. Так и проходит первый день Надыма с гуляниями с животными, спортом и играми. Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.